Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». Меня зовут Ирина Ефимова. Президент нашей страны Владимир Путин однажды сказал: «У России свой собственный путь. Наша цивилизация самобытная, и в этом нет ни капли чванства и чувства превосходства. Каждый ее гражданин сам выбирает свой собственный путь. Кто-то с молодых лет хочет стать врачом, кто-то становится учителем, а кто-то выбирает своим призванием защищать Родину. И в этом многообразии выбора и заключается наше единство и наша уникальность». И мой сегодняшний герой – отличный пример выбора своего собственного пути. Из министра молодежи в корректировщики огня в зоне специальной военной операции и обратно. О буднях на передовой, бесстрашии и решительности, воспитании детей и молодежи поговорим сегодня с Петром Шаваевым, министром по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия. Петр Витальевич, добрый вечер. Добрый вечер. В последний раз мы с вами встречались в нашей программе в 2021 году. Вы тогда только начинали работу министра и обсуждали современную молодежь. Вот. Я, конечно, понимаю, что мы всех деталей разговора не вспомним, но все-таки разговор был. И вот сравнивая молодое поколение тогда, вот 3 года назад, да, 4 года назад, и сейчас, есть ли разница, изменилось ли поколение, какие у них сейчас приоритеты? Вот, ну, время другое было, да, страна изменилась. Ситуация поменялась. Вот, а молодежь поменялась ли? Ну, на мой взгляд, все-таки молодежь и люди в общем целом не меняются. В принципе, потребности одни и те же, только вот условия жизни немножко меняются и какие-то, может быть, воспитательные методы. Но вот то, что я смотрю, и вот те изменения, которые происходили с молодежью, мне кажется, на мой взгляд, не очень незначительны. Может быть, это и плюс, с одной стороны, и минус, потому что если смотреть, вот мы в своей работе используем все-таки социологические исследования какие-то, да, вот у нас население, и что старшее поколение, что и молодежь, оно как больших изменений не претерпело, как было в 2021 году, так оно вот сейчас и осталось. И это плюс, с одной стороны, то, что все-таки мирная жизнь у нас во всей стране идет, протекает. Ну, опять-таки, минус с той точки зрения, то, что все-таки страна, она у нас, ну, считай, в военном положении, идет конфликт, довольно-таки затяжной, количество ветеранов увеличивается, и вот принятие ветеранов боевых действий, принятие всего конфликта, оно, как говорится, вот осталось на таком незначительном уровне. Нам кажется, вот это в моей работе, конечно же, это будет, ну, сейчас уже, наверное, превалирующим, чтобы понимание какое-то было, опять-таки. И заострять внимание только на молодежи, конечно, тут тоже будет ошибочно, потому что все поколение, все население, по крайней мере, на территории республики, оно вот сейчас считается таким. Но если все-таки говорить о молодежи, даже ну, не в широком смысле о молодежи, да, а о подростках, например, да, о подростках, а вот молодежи, которые совсем школьники, то есть, с одной стороны, у нас вроде бы усилилось патриотическое воспитание, да, то есть начались предметы в школах и так далее. С другой стороны, они на себе почувствовали, ну, некоторые ограничения в работе соцсетей, да, которые раньше были бесконтрольны. Вот. У нас появляются там свои мессенджеры, Макс. Вот. Больше мы уделяем внимание своим платформам. Вот в этом смысле как? Ну вот школьники, опять-таки, тот пласт на сегодняшний день, который вот все-таки, да, ребенок все-таки подвержен же больше каким-то воспитательным методам, и Министерство образования, и вообще образовательная сфера в этом плане очень серьезно начала эту работу, и мы результаты видим. Мы результаты видим, изменения есть. Все-таки вот, сидя в окопах, мы вот в основном же не от рабочей молодежи какие-то вот письма получали поддержки, да, это было в основном детские рисунки, которые, конечно, согревали, помогали. И опять-таки вот я замечаю, вот летом, когда я шел по улице, и у меня был виден протест, потому что я был в шортах. Вот дети здоровались. И опять-таки вот этот момент, это отчетливо видно. Но опять, ну, исследование он проводилось прежде всего среди студентов и взрослой молодежи, поэтому вот такой момент, наверное, есть.
Говорить, что ребят плохие, нет, просто с ними работать надо. Работать надо, заниматься надо, рассказывать надо прежде всего. О реальных моментах объяснять ребятам надо то, что вот опять-таки вот по мессенджерам, по всем остальным моментам мы же понимаем то, что некоторые мессенджеры напрямую поддерживают Украину, дают какие-то гуманитарную помощь, в том числе и деньгами. Это опять-таки, если вот я разговариваю с молодыми людьми, вот у меня одна большая такая встреча была с землячеством, там присутствовало порядка 350 молодых людей. Вот я спросил, у кого родственник, друг или близкий человек находится на СВО, ну, подняли, ну, больше половины, наверное. Что знакомые и тому подобное. И Это было якутское землячество где-то не в Якутске? в или Якутске, это в городе Якутске. А, в было. Якутске Когда землячество района? Да, да, да. Когда только-только я пришел, порядка 20 районов было представлено. И вот когда рассказываешь, что вот вы пользуетесь вот определенными соцсетями, а возможно, они вот на предоставленные деньги покупают какое-то оружие, которое используют против ваших же знакомых. Этот момент тоже есть, и просто ребята об этом не знают. Надо работать, надо рассказывать, разъяснять, в принципе, тогда, мне кажется, ну, вот, общество будет меняться в любом случае. А вот когда в 2024 году вы остановили работу в министерстве и ушли на специальную военную операцию, что вами двигало вообще? Ну, я об этом много раз говорил. Я рос в коллективе. Молодость наша проходила в 90-е, в нулевые, когда у нас вот образовывались коллективы в студенчестве, в школе, в районе, например, да, и были друзья, с которыми, ну, как бы мы довольно-таки часто встречались, разговаривали, и вот ребята пошли, и получается, вот даже те друзья, которые никогда, например, не дрались в своей жизни, приняли такое решение, и они пошли, и вот как-то, не знаю, вот по-якутски это Саяр, вот хотелось с ними рядом быть, помогать все-таки. И в самом начале, вот когда вот мобилизация была, вот очень много ребят тоже вот, это был, наверное, вот первый такой момент, когда ребятам поступили вот повестки, и вот друг за другом пацаны пошли. И вот тот момент, я вот в первый раз заходил, наверное, к Арсению Сергеевичу, и хотел, ну, вот, министр, можно пойти и тому подобное, просился, и получил отказ, надо работать, потому что никто ничего не знает. Министр — это не просто человек, который взял, встал и ушел, да, надо как бы задачи тоже основные выполнять. Всем казалось, что конфликт на несколько месяцев, ребята скоро приедут, что-то как бы. Ну, вот, показало время то, что показало, и через какой-то промежуток времени все-таки мне дали добро, и я поехал в зону СВО. А вы риски тогда осознавали? В первое время, ну, как, конечно, осознавал. Все документы были собраны, завещание было написано. Вот какой-то определенный страх все-таки присутствовал, потому что из опыта ребят, из их рассказов было понятно, то, что там сложно. Уже первые погибшие, ну не первые, а уже, считай, вот определенное количество ребят уже погибло, и мы как похоронили. Очень много ребят получали ранения, в том числе тяжелые. Поэтому в этом плане как бы риск определенный я ощущал. Но опять-таки вот этот момент коллектива не покидал, и чуть помочь все-таки хотелось всем ребятам, стране все-таки как-то посмотреть все. Все-таки работаю в части молодежной политики, патриотического воспитания. И было неправильным оставаться здесь, на мой взгляд, по крайней мере. И рассказывать про патриотическое воспитание, да? Тут как бы это. Я не планировал, на самом деле. Я думал, ну, как бы буду продлеваться и находиться там. Ну, так получилось, то, что смог там продержаться всего лишь 5,5 месяцев. Ну, ведь буквально за несколько дней до выхода вы ранение получили. Да. Как это Ну, произошло? И было ли вот сразу понимание, что случилось? Когда, ну, вот я себя на самом деле, наверное, виню.
В самом начале, когда пришел, вот когда есть чувство определенного беспокойства, страха, ты очень сильно сохраняешься там, какие-то вот вообще ничем не брезгуешь, если там летная погода, никуда не передвигаешься и тому подобное. А через какое-то время человек привыкает. Человек такое, ну, вот существо. Которое ко всему привыкает. Да, ко всему привыкает. Лесков сказал. Да. Я сначала подумал, что вот как-то тяжеловато, но потом все уже. Живешь только этим. Продуктам привыкаешь, к природе привыкаешь. И вот в конце мне показалось, что вот я все-таки вот здесь можно как-то функционировать. Это на 4-м месяце, наверное. Ну, в принципе, можно жить, никаких, в принципе, проблем нету. Определенные, если вот дистанцию держать, знать, где спрятаться, постоянный поиск, вот как привычка. Сейчас тоже смотрю, где вот углубление там, местности и тому подобное, где стены. Там, ну, вот такая привычка остается, и мне показалось что можно. И в самом конце, вот как вы правильно сказали, я уже мысленно уже был здесь, дома да, что-то, я обязательно думал, что поем жеребятины, попробую вот, рыбу. И последние у меня боевые задачи были, БЗ мы называем их, и дали задачу осмотреть блиндаж, который был бетонированный, который делали вот армия ВСУ, довольно-таки добротный, сказали, блиндаж, из-за того, что зима, у нас батарейки старые были на наших дронах, и, получается, они держались очень мало, и вот круглосуточное наблюдение мы, к сожалению, вести не могли, потому что там износ батареи определенный был, и надо было, принято было решение заходить вперед. И кем принято? Вами принято? Не. Командование? Да, командование. Они дают как бы этот. И параллельно думали, поработаем тоже. Вот взрывчатку взяли, дроны взяли, как бы батарейки взяли и пошли смотреть. И получается, это было 7 часов утра, мы заходили по туману, не всегда можно зайти. Было вот хорошая погода стояла, нелетная, скажем так. И мы пошли и по дороге вот собирали оружие. Ну, как бы дембельский аккорд, опять-таки, хотелось что-то принести, вот автоматы собирали, нашли АГС довольно-таки новый, смотрели, где наши лежат, да, тоже точки делали для эвакуации, ну, для ребят с эвакуацией, получается, чтобы собрали потом в последующем. И вот пошли уже трупы солдат ВСУ, там тоже вот начали собирать автоматы, гранатометы собрали, и вот враж вошел определенный. И вот беспечность это, ну, в километре, может быть, бой какой-то начался, и украинцы начали бить артиллерией, отсекать, просто наугад по пристреленным точкам стреляли. Разрывалось далеко, но опять-таки вот мне показалось, переждать все-таки надо. Я увидел разрыв, там рядом лежал солдат ВСУ, мертвый, и я прыгнул к нему, потому что у него перед ним лежал автомат. Прыгнул, оказывается, 2 прыжка я сделал по минному полю, и прыгнул, и в разрыве полностью оно было, вот какое-то время, наверное, лежало, ветер показал крышки, там противопехотные мины было, вообще, ну, сплошной слой. Наверное, этот солдат тоже туда прыгнул, и по итогу вылез и умер, получается. И у меня то же самое было. Я, получается, прыгнул, уже в полете заметил что там мины, и я уже ничего не мог сделать. Я уже вот приземлился. Я понимал что сейчас наступлю, и мне казалось что сейчас повторные взрывы будут, когда я попаду, и это все. Ну вот последняя мысль, которая успела после взрыва передо мной, вот последняя мысль, вот, которую я поймал, это вот не хочу без рук. И я машинально прижал руки к себе. И оказалось что я и не умер, короче. Там у меня еще сзади взрывчатка была, поэтому я думал, взорвется жестко. И открыл глаза и увидел что я вот чуть-чуть не внизу воронки лежу, а чуть сверху, потому что инерция взрыва и инерция моего прыжка меня чуть-чуть вперед толкнула, и я упал, я подтянулся от вот этого хохла, лег на него и уже начал рассматривать. Осознание того, что я стал инвалидом, ко мне сразу не пришло и даже не пришло в госпитале.
Это я понял только потом, когда встретился со своей женой в первый раз. А до этого ты лежишь, тебе приносят, и как будто вот у тебя единственный вот момент — это вот как перетерпеть боль эту. Больно было, конечно, ужасно. Вот, очень много каких-то препаратов давали. Еще вот тампонаду у меня там в ноге забыли, и оно начало гноиться, непонятно было. Вот этот момент, и вот все как бы живешь только этим, перетерпеть как-то. Это вот, а вот осознание пришло, когда вот я встретил жену, и вот как бы сняли квартиру, и с дочкой я тогда встретился в первый раз. Дочка у меня родилась, когда я был на СВО. Кажется, я ее как бы на руки поднять не могу, я потому что без ноги. У меня костыли тогда были. Там фактически мусор не могу вытащить, не могу держать в руках. И тогда я вот первый такой момент словил, оказывается, вот инвалидность она такая. И вот постепенно прорабатываешь. Мне, наверное, повезло то, что все-таки проходил лечение, никаких нарушений вот, дисциплинарных не делал. Все-таки относились ко мне хорошо в госпитале. И вот там же, вот с такими же, как и я, проработал все это, наверное, вот психологически. Я видел то, что у ребят нету двух ног или двух рук, например, или двух рук нет. И, ну, я утешался, то, что у меня только одна нога. В принципе, жить можно. Да, я помню ваше сообщение из госпиталя голосовое, что главное жив. Да. Главное жив. Все остальное, типа, все хорошо. Да. Все остальное все хорошо. Сейчас хожу, проблем нет. Как реабилитация проходит? Ну, в первое время очень внимательно к этому относился. Там массажи, там, ну, каждый день мыть надо, там, и тому подобное. Сейчас из-за работы времени совсем нету на реабилитацию. Вот прихожу, постараюсь, ну, в 8 где-то, в 9 прихожу, и последние минуты стараюсь вот с детьми поиграть. Это переоценка каких-то все равно происходит. И стараюсь побольше времени вот, дать детям, чтобы как-то вот поиграть, возможность отдохнуть жене. 3 детей, оказывается, это очень много. Это очень много. Первый раз, когда я пришел домой, вот, То есть уходил-то 2 было? Да, 2, а сейчас вот шум, гам. Я говорю жене, вот на войне, говорит, было тише. Старшие дерутся что-то постоянно. Такой момент есть. Младшая там плачет какие-то, ну, не капризные, но все равно. Это дети играют, балуются, падают, плачут. Кормить надо, смотреть надо все время. Вот такие моменты. Ну, все-таки это, оказывается, приятный хлопот. Сразу после возвращения на родину вы себя обнаружили в списках военных преступников Украины. Да. Ну, не сразу. Мне ребята отправили, поздравили. Оказывается, ты тут. У меня ВПН нет. И, получается, вот ребята отправили, поздравили меня. Говорят, это знак качества. Сначала как-то непонятно было. Там, ну, все данные есть. О паспортах, даже о паспортах, которые я поменял. Очень непонятно, откуда они все это берут. Но вот я посмотрел, и, как говорится, это удивление какое-то сначала было, а потом, ну что, мне этот сайт не мешает. Опять-таки, вот получить похвалу от боевых товарищей тоже такая тема радостная, мне кажется. То есть они это воспринимают как, наоборот, знак качества, да? Как награда. Как награда, как признание работы и тому подобное. Поэтому я... Настолько отличился, что стал, что внесли в списки не столько, наверное, отличия боевые, да, вот то, что вот в совокупности все-таки я уходил от должности министерства, министром. Опять-таки там старался, какие-то моменты тоже были, и какие-то комментарии тоже делали. Что-то собирали, гуманитарную помощь, сидя там, чтобы ребятам помочь. Я надеюсь, что они это тоже заметили. А в министерстве насколько все поменялось? Темп поменялся ли? Что-то? Ну, министерство руководил тоже участник боевых действий, да? Ну, Юрген. В принципе, когда я уходил, я же с ним разговаривал, намечали какие-то планы, которые мы хотели. То, что вот по молодежному центру, по тем работам, которые мы должны были провести, все-таки
молодежная политика требовала и научного подхода, нужно было сделать опросники и тому подобное, статистику подбить. И получается, вот все, что мы намечали, все, о чем мы разговаривали, мой предшественник он сделал. Успел все сделать. Да, ну какие-то части не успел, сейчас я доделываю все равно. И вот Арсений Сергеевич как бы вот еще дополнительную работу, это на самом деле большая честь, вот, работать именно в части патриотического воспитания, не как часть чего-то, а вот курировать это, рассказывать о своем видении. Вот мы стали вот этим курирующим министерством в правительстве, получается, да, вот в этой части. И постараемся объединить всю ту работу, которую вот делают патриотические организации в районах. Очень сложно. Вот я только начинаю, вот, почти 3-й месяц пошел, 2-й месяц заканчиваю. И очень сложно. Я вот встречаюсь с патриотическими организациями, и очень сложно, оказывается, вот отсутствие идеологии какой-то вот, в стране в целом, мне кажется. Потому что, ну, это тоже, их винить нельзя. На чем-то растить, воспитывать молодежь надо. Кто-то воспитывает вот, к любви своему родному Аласу, там, своей родной деревне. Кто-то воспитывает на любви к своей малой району. Кто-то воспитывает на примере какого-то определенного героя, там, героя Великой Отечественной войны, или героя соцтруда, там, или певца. Вот. Люди думают, кто на что гораст. Сами? Сами, да. Сами ищут какие-то смыслы, а надо делать вот какой-то вот единый все-таки идеологию, то, что вот посыл-то должен быть один, и все отходить должно от единого какого-то стержня. И это любовь к родине, на то, что наша страна большая, великая, то, что ее надо любить, то, что надо думать о том, чтобы помимо того, что страна дает, думать о том, что мы можем дать, как можем помочь для того, чтобы страна в дальнейшем развивалась. Вот такие моменты, об этом мы начали думать, будем тоже какие-то предложения делать нашему федеральному правительству все-таки. Вся необходимая база, она делается постепенно, и я думаю, вот этот момент через какое-то время добьем все-таки. А работа в министерстве в самом, она вот осталась, наверное, в таком же интенсивном ключе, в котором я уходил. Мероприятия, совещания. Министерство маленькое, но, мне кажется, мы делаем огромный пласт, закрываем огромный пласт работы и стараемся вот тоже, опять-таки, вот какой-то плюс, пользу принести, вот все сотрудники. Что поменялось в самом, это многие не выдерживают той работы, того темпа, который вот держит министерство в последнее время, и уходят на другие министерства, или же, как бы увольняются вообще. Кто-то хочет заняться там индивидуальным предпринимательством и тому подобное. Но ребята приходят, с ребятами работаем, учимся вместе с ними и продолжаем работу. Про Центр «Патриот» давайте поговорим. В свое время, еще до ухода на СВО, вы его назвали Дворцом молодежи. Много было разговоров вокруг. Ну, центр строится, скоро уже откроется вот-вот. Что вы от него ожидаете? В смысле молодежной политики? Да, это была мечта, наверное, не знаю, мечта многих, наверное, министров, многих поколений молодежи, студентов, чтобы было пространство какое-то, где все-таки молодые люди могли прийти, поговорить, делать свои какие-то мероприятия. И вот по итогам вот этой работы, в самом начале я начал вот этот проект продвигать, рассказывать о полезности все-таки этого проекта. И на самом деле вот это не окончательная победа, мы должны думать о том, чтобы такие центры появились везде. Везде. Потому что молодежь, может быть, как люди, они не меняются по своим потребностям, но вот распорядок жизни, он изменился кардинально. Если мы раньше строили спортзалы и закрывали весь досуг фактически,
Потому что ребята были активными, занимались спортом и тому подобное, что сейчас этот тренд немножко поменялся, и ребята уже занимаются в основном творческими какими-то направлениями. Опять-таки, вот мы сейчас боремся, мы сейчас в шутку это называем с торговыми центрами, потому что это точка притяжения для молодежи. А потому что им некуда больше зимой. Вот именно. И это будет тем местом, куда будут приходить молодые люди. И не единственным должно быть. К сожалению, у нас там только 2 этажа. Конечно, были планы наполеоновские, полностью всю Бригантину заселить, чтобы все к нам приходили, чтобы вот это была такой точкой притяжения и творческой молодежи, и там, молодых родителей, чтобы они могли прийти как-то отдохнуть. Там у нас комната матери и ребенка, роллер-дром, место, где можно покушать, в принципе, оставить детей, там детская игровая комната тоже должна быть, и поговорить с подружками. Да, вот этот пласт не только школьников, но и как бы молодые семьи тоже охватить, и чтобы там могли тоже вот какие-то свои проекты вводить в жизнь молодые люди тоже. Потому что там будет сцена, будет экран, будет вся необходимая аппаратура. Надеемся, что там у нас будут стендап-выступления наших ребят, какие-то маленькие капустники, концерты. Сцена порядка 180-200 мест. Мы, конечно, все ужали там, но опять-таки вот это та площадка, которая должна рождать, давать возможность талантливой молодежи раскрыться. Ну и, конечно же, там по мелочи. То есть и выступать на этой сцене сами молодые должны, да? Да. Вот и про молодых мамочек, и вот все остальное хочу сказать, что там еще и будет вот тренажерный зал, чтобы они могли, вот, может быть, за небольшую плату позаниматься, как говорится. Вот. Планы такие. Это, надеюсь, будет первый наш проект. Будем с такими же проектами заходить на федеральный конкурс «Россия для молодых», РДМ мы называем сокращенно, и строить такие молодежные центры в других районах. И задача, мечта, конечно же, чтобы такие центры были везде. По всей республике? По всей республике. И вот очень важно понимать, что оно не должно быть, вот как мы говорим, дворцом. Это можно сделать и в населенном пункте. И в Жиганском районе, например, я посещал населенный пункт, и там был молодежный центр вот, в доме, в частном. Делали бывший клуб, там, как говорится, PlayStation был, были какие-то колонки там, наверное, колонки, да, был еще подобие звукозаписывающей как бы студии, синтезатор стоял, ребята там как бы записывали рэп и тому подобное, как говорится. Вот такие моменты, такие закутки, они везде должны быть. Мы разговариваем с главами районов, чтобы они понимали, что без молодежи строить школы и все остальное это бесполезно. И с молодежью надо работать. Очень большие сейчас исследовательские работы мы делаем. Сейчас через какое-то время, наверное, я выступлю с докладом перед главами, перед главой республики, чтобы вот показывали. Мы посчитали, сколько денег мы тратим на те или иные мероприятия, на патриотику и тому подобное, и какие эффекты там. И вот чуть-чуть не закончено. Когда все будет, я надеюсь, вот этот момент тоже я скажу, и на примере тех районов, которые занимаются молодежной политикой, более-менее нормально. Ну, опять же, все упирается, на мой взгляд, в идеологию, потому что когда вот мы говорим о том, что у нас молодежь тусуется в ТЦ, то мы им, ну что там, шопинг, фудкорты, опять же, все иностранные слова, да? Вот. Ну, идеологии пока нет, как-то надо все равно работать. Надо с молодежью заниматься. Молодежь очень податливая. Вот это не тот пласт работы, когда можно говорить, вот они поменялись, ничего сделать невозможно. Нет, я в это не верю. Когда у меня сотрудники так говорят, я вот говорю всегда, вот не надо начинать работу со слов «это невозможно». Надо стараться хотя бы что-то найти. И чем хуже, мне кажется, тем лучше. Вот какую-то работу сделал, это уже будет сразу видно. Поэтому надо находить, вот сейчас мы смотрим,
по молодежной политике. Сейчас тяжелое время для страны, тяжелое время для республики, сокращения большие идут. Опять-таки начались сокращения именно со специалистов молодежи в районах. Поэтому опять-таки этот момент... Но это законодательство такое трудовое, потому что считается, что молодому человеку работу проще найти, поэтому... Ну, не всегда, не всегда. Дело же не в этом. Дело в том, что молодые потерпят. А в то же время мы же говорим о том, чтобы закрепить есть спортзал, их, есть спортзал, захочет — пойдет, не захочет — не пойдет. А то, что надо рассказывать о мероприятиях, рассказывать то, что как о возможностях самореализации и тому подобное, вот мы об этом всегда забываем. Все думают, что ребята все видят в интернете, все равно подсказки надо давать. Но на самом деле очень ответственное. В районах, только поддерживая районы, только оставляя в районах молодежь, мы сможем сохранить культуру, мы сможем сохранить языки. И это не только про народ Саха, я говорю, а коренные малочисленные народы и тому подобное. Вот поэтому надо здесь усиливаться, никак не надо расслабляться и все-таки работать с молодыми людьми именно в части патриотического воспитания тоже очень правильное решение. И мы должны вот одним сотрудником, как бы это не решишь. Очень нам сильно, конечно, помогает огромная благодарность Министерству образования, Гуне Афанасьевне, да, вот в этом плане мы начинаем очень тесное сотрудничество, буквально каждый день встречаемся вот с департаментом, ответственным сотрудником, и эту работу будем продолжать. Межвед, он должен быть очень таким. Мы идем к одной цели, к одной цели и к одной победе, поэтому тут таких моментов быть не должно. А о системе наставничества что вы думаете? Вот она сейчас пока применяется только в образовании и в рабочих профессиях, да? Мне, например, кажется, что она должна быть вообще везде. Да, конечно. Я сам человек, который вырос на наставниках, на сильных женщинах, я всегда так говорю. Начиная от бабушки, мамы, заканчивая, вот у меня последние наставники были. И до сих пор я с ними советуюсь. Вот Надежда Михайловна Зайкова, она работала тогда проректором, Евгения Исаевна. Вот такие люди все-таки вот помогают. Все-таки у наставника опыт есть, какой-никакой. Если он в компьютере по программированию, как говорится, вот не даст совета, но по взаимоотношению людей, конечно же, советы будут рабочими. Опять-таки наставничество, оно должно быть, должно идти от человека, наверное, от наставника очень много тоже зависит. Какой-то вид поощрения тоже, мне кажется, должен быть, чтобы вот поощрять людей, которые занимаются. Все-таки от таких людей, если хороший наставник, вот очень много же, вот хороший директор, очень много там известных людей. Хороший, классный руководитель, очень много известных людей. Поэтому это вот доказанный факт. Мне кажется, эту работу надо, конечно, внедрять. Но сразу не получается, но мы стараемся. Я как наставник тоже стараюсь вот с молодыми людьми общаться, разговаривать. Появилась плеяда ребят, которые уже работают и уже как бы тоже наставляют ребят молодых, как надо работать, как сплачивать коллективы, что надо делать в этом плане. И все-таки вот работа потихоньку идет. А правильно ли я понимаю, что молодежная политика, вот в вашем понимании, это про полезность действия, да? Когда государство должно создавать возможности для самореализации молодежи? Да, именно так, потому что если мы говорим о молодых людях, например, без семьи, которые учатся, которые стали молодыми специалистами, то для них первостепенно не зарплата, не место, где они будут жить, а самореализация. Мы же должны понимать, как вам сказать, мы должны понимать, вот чего хотят молодые люди для того, чтобы они у нас оставались, грубо говоря. Чтобы они у нас оставались, работали, тоже как бы рожали, женились. Вот все же на молодых людях фактически держит. И вот самореализация, мне кажется, это основная функция, основная задача нашего министерства, чтобы вот ребята понимали то, что здесь тоже развиваться можно. Вот Мусустар тоже есть. Вот все, на самом деле, мероприятия мы показываем
стараемся делать так, чтобы вот именно по этой части у нас был какой-то вот результат. Мусустар, да, вот тоже очень хороший пример, на мой взгляд. Все воспринимают ее как какое-то там место, где молодые люди приходят, смотрят концерты и уходят. Но за рамками остается то, что идет очень большой отбор внутри районов. Не зря мы выставляем денежные призы, лучший молодежный район, арктические районы и вот все остальные республики. Да? Это делается для того, чтобы были заинтересованы главы районов, опять-таки. И вот отбор идут, конкурсы идут, выбирают лучших из лучших, смотрят там на другие районы, кто у них идет, стараются найти кого-то лучше, общаются с ребятами, которые проживают, имеют прописку, но проживают в городе Якутске. Это же тоже работа со своей молодежью. И делают команду и заходят к нам вот на мероприятия. Там мы ребят тоже прокачиваем. Очень много образовательных программ. Очень много образования. До основного мероприятия мы 3-4 дня делаем финальные этапы конкурсов и учим ребят чему-то новому, чего они не знали. И потом уже заходим. Для чего это делается? Выявляются победители. Это делается прежде всего для глав районов, чтобы они увидели, какая у них молодежь, что они умеют делать. Вот чтобы они видели, на кого опираться. Конечно. Вот вы, как журналист, скажете, вот, кто ведет нормальные страницы в социальных сетях в районах. А мы им показываем ребят-блогеров, которые могут доступным языком вести, там, взять их на работу, и вот тебе готовый пресс-секретарь, ну, грубо говоря. Лучший учитель, лучший там производственник, лучший сельскохозяйственник. И на этом они должны опираться и смотреть, и постараться делать так, чтобы они стали там руководителями и на своем примере вдохновляли молодежь. Для них это тоже очень большое признание. Петр Витальевич, у нас время уже подходит к концу. Последний вопрос. Якутская молодежь современная. 3 прилагательных. Она лучшая, самая активная, на мой взгляд, по сравнению с другими. Вот где я бываю, вот наша молодежь, мне кажется, такая самая активная и креативная. Лучшая, активная, креативная. Да, надо, чтобы еще и была ответственная. Ответственная и патриотическая. Да. Вот если это все будет вкупе, я думаю, республика, она пойдет вперед и не остановится. Ну что ж, спасибо вам большое, удачи. Всё. На этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. Меня по-прежнему зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.